Здравствуйте! В эфире «Астана онлайн» – программа, в которой поднимаются актуальные темы культуры, науки, искусства и образования. Сегодня День государственных символов Республики Казахстан. О том, какие мероприятия были приурочены к этому дню и о важности государственной символики, мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, с Асылханом Нургалиевым, старшим научным сотрудником библиотеки первого президента «Лидера нации». Добро пожаловать, Асылхан, в нашу студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Асылхан Нургалиев, выпускник международной программы «Болашак», докторант социальной политики и администрирования Ноттингемского университета, дипломант конференции Малой академии наук, дипломант пленарного заседания Первой международной научно-студенческой конференции. На сегодняшний день является старшим научным сотрудником Государственного учреждения библиотека Первого президента Республики Казахстан, Лидера нации, автор многочисленных статей и публикаций в республиканской газете «Мунара» и научно-популярном журнале «Мирас». Я поздравляю вас с Днем государственных символов. И в начале программы предлагаю посмотреть сюжет о том, как отмечали казахстанцы этот день, и затем поговорим поподробнее. Сегодня по всей стране гимну, гербу и флагу повышенное внимание. В этот день ровно 23 года назад впервые были утверждены эти непременные атрибуты суверенного государства. А вот официально праздновать эту дату стали 8 лет назад. С 2007 года в музее первого президента в этот день, 4 июня, проводятся различные мероприятия, в том числе лекции для школьников города Астаны. В ходе этих лекций сотрудники нашего музея рассказывают не только об истории возникновения символов, но и множество интересных фактов, сопровождавших конкурс отбора символов. Отношение к государственным символам говорит о том, насколько люди верят в будущее страны и являются патриотами. Стоит напомнить, что разработчиками герба являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шотау Алиханов, а государственного флага Шакен Ниязбеков. Мало кто знает, что на флаге изображено ровно 32 луча солнца, у уков на гербе 72. А государственному гимну в обновленной версии исполняется 9 лет. Основой для него стала известная песня «Миным Казахстаном», написанная Шамши Калдаяковым в 1956 году. Президент Казахстана внес в текст поправки, чтобы песня соответствовала статусу гимна. Асылхан, государственные символы являются одной из незыблемых основ государства. Вот расскажите, пожалуйста, как и когда возник этот праздник у нас в Казахстане? Государственные символы начали отмечаться с 2007 года. Праздник был утвержден как 4 июня. В этот день отмечается наш государственный флаг, гимн и герб. Вот это был конституционный закон, который принят именно для продвижения идеи государственности. Вот расскажите, пожалуйста, о каждой символике отдельности, потому что мы все знаем, как выглядит флаг, герб и гимн Казахстана, но не все знают, что изображено. Если даже и знают, что изображено, не всегда знают, что это означает. В частности, если начать с голубого флага Казахстана. Наш флаг, он очень такой отличительный. Вот, если вы смотрите соревнования, международные конкурсы, то наш флаг трудно не заметить. Очень яркий и красивый. На самом деле он легкий, быстро воспринимается, что это идея в нем заложена мирного государства, то есть цвет неба, и посередине солнце золотистое. Это говорит то, что мы хотим такого светлого будущего. Я вообще сам считаю, что к государственным символам нужно относиться как-то вот по-особенному, потому что это не просто текст песни или флаг, это вот отображение или символизация духа нации. То есть если мы говорим, что люди видят флаг Казахстана, то в первую очередь для меня это ассоциация с духом нашего народа, с теми достижениями, которые мы, Казахстан, достигаем. Это вот именно миролюбивость нашего народа, толерантность. Она отражена в государственных символах, да, отражена в гербе, в гимне. Флаге. Вот какая-то широта души есть во всех наших государственных символах. Да, и посмотрите, даже герб,
Он с двух сторон вот эти красивые лошади. Для меня они как бы вот как золотые пегасы, порхающие, стремящиеся ввысь. И наш герб. Вот посередине шанрак. Шанрак с уаками. И это означает, что мы народ, который чтит преемственность, традиции нашего народа, наших предков. И вот шанрак, если вы посмотрите, древние казахи как? Через шанрак они узнавали, какой день дня, вот, сезон года, да, вот, все проходило в очаге, через шанрак все приходило. Поэтому наши все государственные символы, они очень тесно связаны с нашей историей. Вот что касается шанрака, он призывает объединиться все народы под одним шанраком. Да. Вот расскажите о символике именно шанрака, герба нашего государственного. Да. Вот шанрак издревле, да, он поднимается благодаря всей конструкции. Также вот наше общество, оно состоит из многих национальностей, многих культур. Вообще каждый человек, он индивидуален, да, и когда мы все сплочены и едины, то тогда наш шанрак, он не упадет. А вот скажите, вот вы говорите о том, что вы учились за рубежом. Что знают о нас иностранцы? Знают ли они наш флаг? С чем он у них ассоциируется? Вот первый мой выезд так, был в 2000 году. Я съездил на летние языковые курсы. Но тогда вот признаюсь, что как бы мне приходилось каждый раз рассказывать, где Казахстан находится, что мы отличительно... Показывать на карте. Да, показывать на карте. Что у нас большая территория. Что у нас большая территория, 9-я в мире. После этого у меня вот сложилось так, что по сей день я продолжаю свое обучение, и когда я приезжаю, вот, ко мне даже подходят: вы же казах. Вот. Поэтому иностранцы нас узнают и очень даже хорошо знают о нашей истории, о нашей стране. То есть им она интересна, да? Да? А вот какие чаще вопросы задают иностранцы о Казахстане? Им интересно, какая у нас страна. То есть буквально начиная от географии нашей страны, какие у нас ценности, что мы любим, как мы себя видим в будущем. Поэтому для них интересен Казахстан в целом, потому что они видят, они сами говорят: вы как бы и европейцы, и азиаты. Вы вот как вот, я говорю, что да, мы вот посередине. Мы на самом деле через территорию Казахстана идет соединение двух вот этих материков, да, скажем. Мы прямо в центре Евразийского материка. Поэтому в нас развито вот такое видение мира тенгри, да, или как бы такое общечеловеческое. Ну вот скажите, по вашим наблюдениям, вот что значит для подрастающего поколения наши государственные символы? Насколько они понимают важность государственной символики, насколько уважают наш герб, флаг, гимн? На самом деле символы, в моем ощущении, вот не только наш гимн, герб и флаг можно назвать государственным символом, да, они государственные, но еще есть национальные символы. Вот в моем ощущении перенос столицы из Алматы в Астану — это был один из самых таких значимых символов в жизни нашего общества. То есть представьте себе, на открытой местности строится новая столица, и это влияет на внутреннюю миграцию населения, тем самым идет очень быстрый взаимообмен между людьми. Даже вот Казахстан настолько большой, что иногда не знаешь какие-то нюансы, которые есть на севере или на юге страны, и они все здесь сплетены уже. Также для меня вот на заре независимости, когда Казахстан отказался от ядерного оружия и объявил себя мирным государством, это было символом, что у нас главными символами для нашего народа это
миролюбивая политика, толерантность, дружба народов и вот такой прагматизм, правильный прагматизм государственный, который направлен в первую очередь на повышение благосостояния народа. Расулхан, а как вы думаете, как нужно формировать у подрастающего поколения уважение к государственным символам, популяризировать их, чтобы они все знали наизусть гимн обязательно, чтобы знали символику самих государственных символов, потому что же они тоже были приняты по результатам действительно очень такого большого конкурса, да, и были отобраны лучшие государственные символы. Знаете, в своем опыте я понял, что когда выезжаешь за рубеж, становишься сильным патриотом страны. Вот как это у вас вот проявилось? У меня, честно, когда я поехал, первое время незаметно, потому что ты привыкаешь к окружению, познаешь новую страну для тебя. Тебе кажется, все там как бы иначе, все по-другому, где-то лучше. Но с течением времени ты понимаешь, что на самом деле больших таких различий нету. Там тоже живут люди, там те же улицы, но с течением времени тебе не хватает вот именно человеческого как бы составляющего, да, вот общества, и ты скучаешь по своим родным, родителям, друзьям, и это та среда, которая тебя сформировала, она, оказывается, и является ключевой. И когда вот ходишь за рубежом, вы не поверите, вот, например, если там же, в том же лондонском перекрестке или на улице ты увидишь казахстанский флаг, ты в первую очередь подходишь, смотришь, интересуешься, как он появился, кто там, или там какой-то, если казах пройдет, ты его сразу в толпе отличишь, потому что... Это такое трепетное отношение. Да, все-таки, да, вот мне кажется, что Казахстану надо открываться миру. Вот у нас идет сейчас очень верная политика, поэтому когда люди выезжают за рубеж, и они видят, что посмотрели мир, увидели, и потом они сразу же думают о Казахстане. А вот скажите, было ли так, что вы с собой за границу увозили с собой государственные символы ради того, чтобы ставили их на рабочий стол, как воспоминания о родине, чтобы они грели душу? Да, вот знаете, я вот часто ходил на футбольные матчи здесь, в Казахстане, и у нас же передают, вот, раздают такие флажки нашего небольшого размера. И как-то я когда уехал, я с собой увез один, и всегда он у меня стоял там на рабочем месте. Где я учился, он рядом висел. Вот так поставишь, он стоит. Поэтому ощущение то, что ты казах, у тебя родные, все связано с Казахстаном, оно не покидает. Это, я вам даже расскажу такой момент. Я в Алмате стою, ловлю такси, и останавливается такая старая «Волга» красивая. И я сажусь, там сидел дедушка, он говорит, ну куда тебя довезти? Я сказал адрес, и мы едем. Он рассказывает, так, где учишься, тоже начал расспрашивать. Я рассказал, что в Британии, там, в тот момент я планировал поступить в Британию, а учился в КБТУ, то есть на русском отделении. Поэтому он так все выслушал, говорит, сендер, ну, на казахском, сендер шет тілдерді оқисыңдар, шетелге барасыңдар, бірақ жүректеріңде босқа қазақ деп соғасыңдар. Вот на самом деле у нас внутри патриотизм он очень развит. А вот скажите, вообще какое отношение англичан к их своим государственным символам? И что можно было бы нам позаимствовать, наверное, друг от друга? Вот чему нужно научиться у них? Вот Великобритания, она та страна, наверное, у которой нужно и будет правильно учиться многим вещам. Это первая страна, которая вообще придумала, да, понятие парламента, футбола, многие их термины. Относительно патриотического отношения, каждый британец может
он не знает многих вещей, многих наук, но он знает свою историю. Буквально у каждого, вы вот сейчас спрашивали, как вот стимулировать молодежь изучению наших государственных символов. У них, в их понятии, государственный символ – это значимые события в их государстве, которые произошли в их обществе. Например, все британцы буквально знают одну дату – 1066 год. Это когда Вильгельм II пришел в Англию и обосновался там. Викинг. Вот с того момента они вот сами отмечают, что уже формация Великобритании не менялась. То есть вот как заложилось с тех времен. И вот эта дата у них вот наизусть у всех. Также вот у них отношение такое трепетное к природе. Вот что меня вот удивило и что, я думаю, очень полезно будет для Казахстана, это вот отношение к своей стране, к своей природе, вот, всему тому, что тебя окружает. Например, особая забота. Особая забота. Я вот, например, учился в университете, там у нас кампус в городе Ноттингем, и везде у нас там ходят все, так скажем, виды птиц, они прямо у нас на территории университета ходят. Там, никто их как бы не трогает, и они сами по себе. И в их понятии есть то, что их нельзя как бы тревожить, это уже... То есть для них важна гармония, с окружающим миром, с природой. Да, с природой. И даже вот иногда вот можно запутаться, в какое здание ты идешь, потому что все они вот обрастают зеленью. То есть вот у них вот в комнате зелень, вот у них вот газоны, люди вот прям сидят на них, пишут, учатся. Деревья очень красиво, декоративно оформлены. То есть иногда удивляешься, они вот что, за века знают, как это дерево вырастет. То есть они так оформляют местность, что это дерево настолько красиво разрастается, что это было рассчитано. А как вы думаете, сложились ли у нас в Казахстане какие-то традиции? Как отмечать этот день? Мы должны учитывать, что мы очень юное государство. Да, у нас очень много достижений, но, как я рассматривал международный опыт, та же Англия, у них традиции закладывались веками. Сегодня в Казахстане, я считаю, институты должны внедриться в общество. Они будут способствовать тому, что население будет хорошо знать гимны, традиции, обычаи. Вот как вы популяризируете среди подрастающего поколения этот день и какие-то закладываете уже традиции празднования этого дня? У нас вот в библиотеке первого президента очень много проходит различных конференций, круглых столов. И каждый день я вижу, приходят, мы после рабочего дня выходим, видим много школьников, которые заходят в библиотеку. Это вот идет ознакомление с историей нашего государства, независимого государства. И человек, когда заходит в такие вот здания, как библиотека президента и другие вот государственные учреждения, вот все, вот начиная со стен, с стеллажей, все говорит о нашей истории. Человек буквально проникается в эту атмосферу, и я думаю, что через вот такие массовые познавательные мероприятия надо внедрять, культивировать нашу историю, наши традиции. И, конечно же, государственные символы. И, конечно же, государственные символы. Асылхан, к сожалению, время эфира подошло к концу. Я благодарю вас за интересную беседу. Желаю успехов в вашей деятельности. Спасибо, Жанара. Спасибо вам. Ну а телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был Асылхан Нургалиев, старший научный сотрудник библиотеки первого президента, лидера нации. Нашу программу вы также можете посмотреть на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время.